Всегда экспериментируйте, пробуйте, не бойтесь, риски есть всегда. Получается, двоюродные все братья и сестры тоже вообще не умеют на татарском разговаривать. Костюмированный под Хэллоуин. И будет баттл Иван Грозный против Миниханова. Дорогие друзья, всем привет! С вами Мухаммадинов Тахир, лидер штаба татарской молодежи. И сегодня мне посчастливилось взять интервью у организатора Индия Батла, который проходит в городе Казани. Это молодежная тусовка, которая существует с середины 2019 года. На ней происходят рэп-батлы. Если вы не знаете, можете посмотреть в интернете, что такое рэп-батлы. Рамиль, расскажи, чем ты занимаешься, как конкретно проходит твоя деятельность основная? Ну, чем я занимаюсь? Я начал где-то с 2017 года, я даже раньше увлекаться этими батлами. Мне что-то это все понравилось, и потом я узнал в 2017 году, что в Казани тоже подобная тусовка есть. То есть они как раз-таки только запустились, начинают там набирать прием заявок и тому подобное. Я что-то тоже захотел поучаствовать, так мне захотелось всем этим заняться. Я подал свою заявку, и друг тоже мой подал заявку. В общем, я по своей заявке не прошел, но он отказался, потому что он видел, что я хотел больше, чем он, пойти в сезон. Я тоже, получается, прошел по его заявке в сезон, и так что-то там начал участвовать. Я, конечно, больше как хотел как участник быть, потому что, охота так веселиться, все такое, но никто и не организовывал, и пришлось все брать в свои руки где-то. За лето я там начал зарабатывать, то есть подкапливать. И в сентябре, то есть мы собрали такой первый состав наш и начали батлить, то есть уже запустили весь этот проект. Тогда это еще было на фабрике Алафузова. И потом собрали сезон из всех сильнейших МС столиц Татарстана, то есть там есть и пара новичков, из-за того, что некоторые старенькие не смогли участвовать. И получается, эти все чуваки, они там где-то на других площадках были, то есть повсюду замечены, мы всех позвали, то есть и мы по сути собрали со всех батлов, то есть костяк такой. Самых лучших. Получается, что за все время, которое люди участвовали, интересовались именно такой культурой, как рэп-батлы, ты смог собрать самых лучших, самых отборных и начать сезон с их участием. Все верно сказано, даже не без преувеличения скажу, это, наверное, сильнейший сезон, который был в Казани. И скоро финал, 19 сентября, скоро будет прием заявок на второй сезон, так что кто хочет, подавайте свои заявки, будет сразу 2 сезона под биты и акапельный без битов. Рамиль, чем ты еще занимаешься помимо своей основной деятельностью организации рэп-батлов? Помимо организации рэп-батлов я барменом работаю. Я раньше не думал так, что я буду серьезно к этой профессии относиться. Она была как подработка на студенческое время, но что-то потом со временем, когда период ковида тоже был, когда я до этого тоже уходил, я что-то понял, что не хватает этого всего. Я уже так мне все это понравилось, в баре работать, эти все напитки делать, то есть коктейли мешать, все такое. И я сейчас работаю барменом, то есть в перспективе в будущем свой бар открывать. Ты по национальности татарин. Все верно. Ты как-то себя идентифицируешь как татарин? Каким образом идентифицируешь? Ты разговариваешь на татарском языке? На татарском в основном, конечно, не разговариваю, но дома там с семьей разговариваю, с бабушкой разговариваю, с мамой разговариваю по татарскому. Ты считаешь, что какая-то проблема сейчас есть с татарским языком? Да, проблемы есть, потому что даже в школах у нас были татарские группы, где были татары, которые вообще татарский не шарили абсолютно, они вообще не могли разговаривать. То есть я еще так удивлялся, вроде как татарская группа, а люди не умеют разговаривать. У меня, получается, двоюродные все братья и сестры тоже вообще не умеют на татарском разговаривать. Может, я научился из-за того, что у меня бабушка разговаривала на татарском, но сейчас, такая огромная проблема, то что татарского языка абсолютно не хватает. То есть мы даже название батловой лиги Индия Батл сделали, чтобы татарское слово какое-то было. Как раз я хотел тебя спросить, ты как-то можешь или хочешь аккумулировать свою деятельность именно в развитие татарской среды? Да, у нас была идея когда-то давно, еще когда мы только проект запускали, надо по-любому провести один татарский батл чисто. Но чуваки, которые должны были участвовать, они сорвались. Пока что их не было, но есть очень отличная идея. 31 октября будет супер ивент, костюмированный под Хэллоуин, и будет батл Иван Грозный против Миниханова.
Вот, я буду сам выступать в роли Миниханова. И я и отведу эти батлы как Миниханов. Интересный формат. Как раз вот вопрос был, да, как ты можешь внести свой вклад в развитие татарской среды, ты на него сейчас и ответил. Ты объяснил, что для тебя это тоже насущая проблема, как я понимаю, и ты хотел бы внести свой вклад в развитие именно через батл-культуру. Да, все верно, все верно. Хорошо. Так как мы штаб татарской молодежи, и мы занимаемся поддержкой татарских традиций, языка и культуры, можешь дать какое-то свое пожелание именно татарской молодежи? Чтобы постоянное было развитие личностного роста, потому что, ну, это не очень интересно, когда ты все время топчешься на одном месте. Экспериментируйте, пробуйте постоянно что-нибудь новое, потому что если вы негодуете на то, что у вас все одно и то же, но при этом вы и делаете всегда одно и то же, то у вас и всю жизнь будет одно и то же. Всегда экспериментируйте, пробуйте, не бойтесь, риски есть всегда, даже на вашей гарантированной работе на заводе может так случиться, что каким-то образом вы попадете под сокращение и тому подобное. Всегда пробуйте что-то делать. Как говорит моя мама, самый главный смысл жизни в том, что что-либо созидать нужно постоянно. Отлично сказал. Какой, по твоему мнению, должен быть татарский молодой человек? Татарский молодой человек, во-первых, должен уметь разговаривать на татарском языке. Ишитымысың мені? Вот, син татарша тілі білерге тиеш. Обязательно, потому что все равно это какой-то колорит придает, даже в деревню, когда приезжаешь, вот, заходишь в какой-нибудь магазин, где работает татарин, или татарка работает, ты начинаешь говорить на татарском, и прямо сразу, ну, сближаешься с человеком, то есть к тебе начинают относиться прямо как будто ты их родной сын. Если ты разговариваешь на татарском. Надо уметь разговаривать на татарском, надо приучать своих детей тоже разговаривать на татарском. Кто-то, возможно, скажет, зачем нужен татарский. Да даже формально, если человек знает один язык, у него он умный. Если он знает два языка, он в 2 раза умнее. То есть никогда не помешает знание еще одного языка. Тем более мы живем в Татарстане, как бы это очень нужно. Сейчас большая проблема в том, что школы отказываются от татарского языка. Единственное, ЕГЭ вносит по татарскому языку, или там вроде какие-то экзамены я слышал, я не знаю, это верно или неверно, как бы я бы, ну, насчет этого не хочу ссылаться, но просто я бы сам, наверное, не особо был бы доволен, если бы там это было. Потому что все равно уровень, это нужно сначала подкачать уровень, а потом уже что-то требовать с молодежи, то есть, чтобы они сдавали все эти экзамены. Но да, татарский нужно постоянно изучать. Рамиль, большое тебе спасибо за то, что согласился сегодня у нас принять участие в этом интервью. Большое вам спасибо, следите за нами, до новых встреч!